Стрельба на границе. Кыргызские пограничники не дали жителям села Чаркух провести субботник. По предварительным данным, один солдат с огнестрельным ранением доставлен в районную больницу. Сегодня утром в приграничной зоне Кумазор Джамаата Чаркух в Исфаре произошел очередной конфликт между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана. Об этом сообщили Азия Плюс в Джамаате Чаркух. По словам источника, жители Джамаата Чаркух хотели провести субботник в местечке Кумазор. Когда жители вышли на субботник, кыргызские пограничники не дали им это сделать. Они провоцировали своих граждан, те бросали в наших граждан камнями, а пограничники стреляли в. По его словам, Кумазор – старинное лечебное местечко, которое ежегодно убирается методом хашара. Почему нам не разрешают чистить собственный Кумазор? Это историческое место, это наша территория, и сотни лет здесь лечится таджикский народ, сказал источник. При этом он отметил, что таджикские пограничники ответили ответным огнем, стрельба продолжалась 10-15 минут. Но он не сказал, были ли раненые и пострадавшие. В пресс-службе администрации Исфары подтвердили факт конфликта в приграничном Джамаате и сообщили, что в настоящее время делегация во главе с мэром города едет на место конфликта. Между тем, врач местной больницы сообщил Азия Плюс, что одного солдата с огнестрельным ранением сегодня около 10 часов 30 минут. Со стороны Кумазора привезли солдата 2002 года рождения с огнестрельным ранением правой ноги. Мы оказали ему первую помощь и отправили в травматологическое отделение ЦРБ Исфары. Нам неизвестно, как он получил ранение. Но те, кто привезли его в больницу, сказали, что он сам случайно прострелил себе ногу, сказал источник в больнице Джамаата Чаркух. Кыргызские СМИ пока не сообщали подробности инцидента на границе. 24. КГ со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Уточняется, что инцидент произошел сегодня примерно в 10:30 в местности Кум-Мазар Баткенского района. Стреляли пограничники. По предварительным